Россия надеется заключить крупнейшую сделку в историю отношений с режимом Аятолл, поставить Тегерану танки Т-90, артиллерийские системы, самолеты, вертолеты и многое другое на общую сумму в $10 миллиардов. Иран также подтверждает свою готовность и свой интерес к развитию сотрудничества в сфере ВТС. Естественно, детали и конкретные договоренности в этой сфере – это сфера ответственности силовых структур, мы их обсуждать не будем. Очередной оружейный договор между Москвой и Тегераном – квинтэссенция сотрудничества между этими государствами. И Россия, и Иран находятся под международными санкциями. Россия из-за Крыма, Иран из-за своей ядерной программы. Обеим сторонам позарез нужны валютные контракты, а Ирану еще и современное оружие. И кремлевские власти, и режим Аятолл поддерживают президента Сирии Башара Асада. Плюс общая антизападная позиция на Ближнем Востоке. Налицо стопроцентная общность интересов. Для Ирана крайне важно, допустим, сохранение нынешнего соглашения с Соединенными Штатами Америки. От этого будет зависеть глубина отношений с Россией, а не наоборот. В истории с поставками оружия в Иран есть одно «но». Продавать наступательное оружие иранцам запрещено специальной резолюцией Совбеза ООН. Но вести переговоры ведь никто не запрещал. Конечно, сегодня Соединенные Штаты Америки и их союзники по Европе всячески препятствуют таким поставкам. Как только будет получено добро, мы, конечно же, поставки этих вооружений и военной техники продолжим. У России и Ирана в последние годы уже была одна громкая оружейная сделка. Поставки российских противоракетных комплексов С-300 растянулись на 8 лет. Комплексы поставили лишь после частичного снятия санкций с Ирана по личному указу Путина. Иран хочет максимально обезопаситься от возможных атак со стороны США и Израиля. Но дело отнюдь не только в этом. Экспансию исламской революции никто не отменял. Иран признал на официальном уровне, что у них есть заводы по производству ракетного вооружения за пределами страны. Один из заводов находился, по крайней мере, в районе Алеппо. И, как заявили иранцы, там производились ракеты, которые были позже выпущены по Израилю во время Второй Ливанской войны. Вполне вероятно, такой же завод по производству ракет есть и в Йемене, где Иран поддерживает хуситов. То есть Иран не скрывает, что готовится к наступательной войне. Производство ракет за пределами своей территории не может служить оборонительным целям. И в этой связи сотрудничество с Россией представляется еще более опасным. Российское оружие лишь усилит иранские амбиции. К слову, одна из официальных заявленных тем переговоров между Валентиной Матвиенко и главой иранского МИДа Джавадом Зарифом – борьба с международным терроризмом. Мы удовлетворены тем, как у нас идет взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом. Это серьезнейшей угрозой для и России, для Ирана. Вопрос в другом. Кого именно считают террористами в России и в Иране? Ведь понятие терроризм в Москве и Тегеране понимают совсем не так, как на Западе. Так с кем именно партнеры собираются бороться? Сергей Хиршфельд. Настоящее время.